Уважаемые друзья, у нас на связи сейчас Олег Царев. Олег Анатольевич, мы с вами видели своими глазами, как в Киеве, в других регионах Украины и в целом по Украине американские фонды, организации, как они работали. Все начиналось с гуманитарных акций, с красивых больших мероприятий, а позднее все это переросло в то, о чем вы говорили в своем выступлении с трибуны Верховной Рады. У нас в Абхазии происходит, в принципе, то же самое. Те же самые организации, те же самые названия, те же самые гуманитарные акции. Мы, видимо, находимся на каком-то подготовительном этапе к тому, что будет совсем иное развитие событий. Олег Анатольевич, что вы порекомендуете нам и можете поделиться воспоминаниями о тех временах, когда вот американцы начинали работать, как это выглядело и к чему это впоследствии привело, какие акции они организовывали, в том числе с участием IT-специалистов? Ну, в общем-то, те, кто помнит перестройку, помнят громадное количество денег, которые Сорос начал вливать в страну сразу же после перестройки. И удивительно, все проекты были очень хорошие. Деньги вкладывались в культуру, в науку, в образование. Вот в те времена разрухи, вот те достаточно хорошие, приличные деньги, которые получали учителя, ученые, деятели культуры, они были явно не лишними. Поэтому все это воспринималось очень положительно. Но прошло время, и смотрите, что мы получили в Украине. Мы получили прослойку людей, которые ориентируются только на Соединенные Штаты и на точку зрения Сороса. Выбирались молодые ребята. То есть, когда закончилась вот эта игра в культуру, в науку, выбирались молодые ребята. Приезжали в Соединенные Штаты. Выделялось громадное количество небольших субсидий. И накрывалось большое количество людей. Люди, которые зарекомендовали себя, на них делалась ставка. И с тех пор, как они попадали, в общем-то, на карандаш, за их судьбой следили. Им все время давали немножко денег для того, чтобы они могли себя поддержать. Посольство Соединенных Штатов включалось и следило за тем, чтобы эти молодые ребята сначала становились помощниками депутатов, помощниками в кабинет министров, работать, какими-то советниками в администрации, в районной администрации, городской, областной. И год от года, выборов к выборам, они начали расти. Значит, из помощников, советников превращаться в чиновников, из каких-то начинающих журналистов в именитых журналистов. Из помощников депутатов начали становиться депутатами. Рано или поздно сформировалась прослойка, которая была способна влиять на ситуацию. Их вырастили из ничего. Примерно такой же сценарий, скорее всего, будет в Абхазии.